Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что в тайне происходит у вас за спиной? Какие секреты есть вокруг вас? Загадайте, пожалуйста, на себя, на тайны, на секреты и, конечно же, на то, что происходит у вас за спиной. И давайте вместе посмотрим, что тайное должно стать явным. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас готова. Давайте будем разбираться. Меня очень смущает один момент, когда человек за спиной прячет что-то острое, на нож похоже, либо какой-то кортик, прячет за спиной, на лице улыбка, и человек делает такие небольшие шажочки навстречу вам. То есть похоже на желание вас либо подставить, либо обмануть, либо как-то вами воспользоваться. Человек внешне очень улыбчивый, очень приятный, но замыслы, помыслы у этого человека очень скверные, потому что за спиной прячет острый предмет. Смотрите. Возможно, даже поэтому вы нашли мое видео, чтобы вас предупредили. Тот, кто сейчас пытается вам максимально угодить, максимально понравиться, втереться к вам в доверие, это опасный человек. И от этого человека нужно держаться подальше. Если человек, грубо говоря, в личном вас добивается, то явно что-то замыслил очень негативное, желание вами воспользоваться. Если речь идет о каких-то деловых договоренностях, связях, знакомствах, то здесь явно хотят обмануть, явно хотят подставить. Тот, кто больше всего улыбается, либо постоянно улыбается в вашем присутствии, именно у этого человека за спиной нож. Либо кортик, не знаю, что-то острое и длинное. Будьте максимально внимательны, слушайте себя, свое сердце, свою интуицию. И вижу, что вы не станете жертвой, что сможете избежать этой неприятности. Но вы как-то этого человека чувствуете, чувствуете. Может быть, вам этот человек в дурных снах снится. Может быть, в присутствии этого человека у вас какая-то дрожь проходит, либо какие-то реакции, голова начинает болеть, либо тошнить начинает, в животе у вас что-то происходит. Есть реакция организма, давайте назовем это так, на этого человека. А человек постоянно улыбается. А улыбка это фальшивая, просто как приклеенная. Знаете, некоторые усы приклеивают, а этот человек приклеил улыбку. Опасный этот человек, опасный. Дальше, мои хорошие. За вашей спиной люди дискутируют, что-то обсуждают. Я так понимаю, что эти люди, они хотят для вас что-то сделать, либо что-то вам подарить, хотят сделать вам хорошо, хотят сделать вам приятно. Скорее всего, это подарок, либо сюрприз, либо какая-то помощь, в которой вы нуждаетесь. Люди хотят вам угодить, но им сложно договориться, что конкретно сделать. И этих людей двое. Эти люди очень хорошо к вам относятся, вы очень близки с этими людьми. Это могут быть и родственники, это могут быть и друзья, даже члены семьи вашей могут быть. Вы можете им помочь и оставить какие-то подсказочки. Что вам конкретно нужно, что вы хотите в подарок получить, либо в какой помощи нуждаетесь. То есть они сами между собой не могут решить, либо не могут договориться. А если вы подсказочки оставите, все будет просто идеально. Идеально и замечательно.
Еще показывают клетку. В клетке сидит мужчина. Ему в этой клетке очень сильно плохо. Но он из этой клетки не выходит, потому что не знает, как вы к нему по-настоящему относитесь. Опять же, мне очень кажется, что это связано как-то с треугольником, отношения в треугольнике. Да, возможно, мужчина не свободен, да, поэтому его показали в клетке, но в клетке открыта дверь, он из нее не выходит. Ему очень плохо, но он не выходит, потому что он не знает, как вы к этому отнесетесь, насколько вы серьезно к нему относитесь, либо в чем ваш интерес, назовем это так, да, есть ли чувство, примете ли вы его, нужен ли он вам. Девушки, женщины, кто столкнулся действительно с треугольными отношениями, если мужчина вам дорог, если вы его любите, ну так скажите ему об этом, скажите, да, вы тем, что скажете, как будто вы протянете ему руку, и тогда он скорее выйдет из своей этой клетки. Дверь в клетке открыта, но его смущает, да, смущает либо стесняет то, что он не знает, нужен ли он вам. Он такой скажет: блин, вот сейчас я к ней приду и стану для нее обузой, либо она мне скажет: ты мне не нужен. Вот в таком ключе. Вот, надо поговорить, и нужно расставить все точки над «и». И это будет правильно. Правильно, честно и справедливо. И, возможно, вы оба страдаете, потому что вы мужчине не открылись в своих чувствах. И он ничего не делает, потому что он не знает, как вы к этому отнесетесь. А если вы ему все честно скажете, то он будет с вами, потому что он любит вас, он к вам стремится. А в этой клетке, в которой он сидит, ему прям максимально плохо, неудобно, некомфортно. Вот просто поговорите. Ну, либо намекните, чем ярче, тем лучше, ну как получится. Вот. Но мириться с такой ситуацией нельзя. Эта ситуация болезненна и для него, и для вас. Дальше, мои хорошие, показываю чьих-то родственников, которые очень такие вот прям голодные люди, назовем это так. Им что-то очень хочется ваше себе. Либо чтобы вы им в чем-то уступили, чем-то помогли, что-то отдали, да, в таком ключе. Им очень этого хочется, и они вам, ну, скорее всего, намекают, и не равен тот час, когда они начнут требовать. Просто вот отдай и все, тебе не надо, а нам надо, отдай, отдай. Вот. Вам желательно не идти им на уступки, потому что эти люди, они вечно голодные, и аппетиты у них, вот сколько ни дай, аппетит все больше и больше становится. Понятно, что не хочется портить отношения с родственниками, но, скорее всего, придется. Иначе они вас так по миру пустят, да, берут до нитки, и все, и Васькой звали. Вот. Нужно, ну, как-то строго поговорить, либо строго обозначить свою позицию, сказать: вы мне родственники, да, вы моя кровь, но вот это мое, и вообще не думайте, забудьте, не претендуйте. Я буду драться, вам ни кусочка не дам, в таком ключе. Просто обозначить свою позицию. И, возможно, это поубавит их прыть, либо поубавит их аппетиты. Но люди, правда, голодные. Может, оно им и не надо, но им прям хочется. Они такие стяжательству подвержены, вот все больше и больше под себя гребут. Не уступайте, иначе это путь в никуда. Дальше. Показываю человека, который все больше и больше в вас влюбляется. Человек на вас как-то смотрит странно. Странно смотрит, с какой-то тоской, с обожанием, с восхищением, но глаза грустные. Влюбляется в вас этот человек, помимо своей воли влюбляется. А вы в этом человеке видите, ну, допустим, коллегу, либо соседа, либо просто какого-то знакомого. А человек все больше и больше влюбляется. Вот. Ничего уже тут не поделаешь, как говорится. Да? Видно, такая судьба у человека у вас влюбиться. Ну, как-то нужно вам будет с этим смириться, либо как-то это принять, может быть, даже в какой-то степени обыграть. А сколько бы вы этому человеку там не отказывали, не ссылались на то, что вы замужем, на то, что у вас там семья, на то, что вы кого-то другого любите. Это все без толку. Да? Человек влюбляется, сам себе ничего поделать не может. Да? Даже сам себе, своему сердцу не хозяин, так выходит. Но эта ситуация, она прямо сейчас происходит, разворачивается. Драматичная ситуация, на самом деле, прям жалко его становится. Но опять же, а что, вы должны себя, что ли, из-под палки заставлять быть с этим человеком? Не должны. Ну, влюбятся. Поживем, увидим, что из этого выйдет. Но это уже происходит. Дальше показывают женщину в коллективе. Либо на работе у вас, либо, может быть, вы посещаете какие-то мероприятия, организации,
Может быть, вы посещаете там спортивные всякие кружки, может быть, там, творческие, да, но вы у меня все разные. Вот куда-то вы ходите, и вот есть коллектив, и там есть эта женщина невысокого роста с очень ехидным лицом. Может быть, она и нормально выглядит, но лицо у нее всегда как перекошенное, да, вот ехидное такое. Либо она всегда вечно всем недовольна, везде вот к чему-то придолбится, прицепится. Вот эта женщина, она как будто бы людей вокруг настраивает против вас, рассказывая им всякие там гадости, которые она сама придумывает, и пытается всех вот прям настроить против вас. Очень ей хочется, чтобы вы покинули этот коллектив. Очень хочется вас как выжить, получается. Да? Зачем она это делает? Ну, явно она вам очень сильно завидует, и явно она прям чувствует, что вы ей прям конкурентка. Вернее, вы ей, она вам не конкурентка, а она чувствует, что вы ей конкурентка. Да? Слишком много на себя берет. Человек, она нездоровый, это видно. И глупые люди, они ее слушают. Умные люди вот так у виска крутят и говорят: иди подальше, да, не обращают на нее внимания. Смотрите, я вижу, что она не только так относится к вам, но и к другим людям относилась, например, в прошлом. Вот очень многие знают, на что она способна и чего она стоит. Вам же я советую не обращать на нее никакого внимания и представить, что она пустое место, и так себя с ней вести. Это ее очень больно уколет, и эта женщина, возможно, даже сама психанет и уйдет, да, просто не сможет выдержать такой вот конкуренции. Дальше показывают мужчину, на кого вы рукой машете. Вот как будто бы вы в нем разуверились, либо считаете, что это уже все. Ну, типа конченый человек, да, ничего хорошего не будет. Может, неудачником считаете, может быть, считаете, что человек, в принципе, потерял интерес к жизни, ничего не хочет, ничего не желает. Но этот человек втайне от вас чем-то начал заниматься, либо к чему-то стремиться, давайте так назовем. Может быть, человек там на работу устраивается, либо он уже какой-то подработкой занимается, а может быть, он пытается свой бизнес открыть. Смотрите, девочки, не ровен тот час, когда тот, на кого вы махали руками, в ком вы были абсолютно разочарованы, прям возьмет да выстрелит. Причем выстрелит очень круто, и вот по деньгам очень приятно. Денег много к нему придет, денег много заработать сможет. Вот, так что там вы сильно в его сторону руками не машите, иначе потом придется вам как-то исправлять эту ситуацию. Но мне показывают, что мужчина будет при деньгах, что мужчина за голову берется, что мужчина действительно делом начинает заниматься. И делом успешным. Так мне идет. То есть он не конченый человек, да? Он просто в какой-то момент, наверное, сбился со своего пути. Всяко в жизни бывает, да? Очень долго, возможно, он в каком-то углу просидел, либо лень сковала, все бывает, да, может, испуган был. Но теперь мужчина начинает набирать обороты, дальше будет больше. Вижу его при деньгах, вижу его состоявшимся. Так что, девчоночки, это вам такое предупреждение. И еще показывают кота в шкуре льва. Это прям совсем что-то за гранью. Человек, по сути, кот, либо кошка, выдает себя за льва, за царя зверей. Тут человек может, опять же, себя раздувать, человек может себя рекламировать, но по факту, да, это всего лишь кошка, кот. Вот, не клюньте на эту удочку, будьте бдительны и не верьте всему тому, что вам рассказывают. Старайтесь все проверять. Доказательства, да? Вот так и говорите, где ваши доказательства, чем докажете, что вы лев? И пусть человек отвечает. Да, действительно, это натянута шкурка на кошку льва. С правой стороны показано, что вас куда-то хотят заманить. Заманить на какую-то встречу, на какое-то знакомство, как будто бы какое-то сводничество мне идет. Хотят вас с кем-то действительно познакомить. Это могут быть родственники, это могут быть друзья. Здесь вас будут звать, за руки, за ноги тащить, обижаться, если вы будете отказываться, и с кем-то вас действительно будут знакомить. Возможно, вы этого не любите, возможно, вы об этом сказали, что я не люблю, но поэтому такая вот секретность происходит. Люди уже несколько раз пытались вас куда-то отвезти, либо вытащить из дома, чтобы с кем-то познакомить, и несколько раз не получилось.
теперь уже как-то все будет по-жесткому, да, будут придумываться какие-то прям причины такие железобетонные, чтобы вы не отказались. С кем-то вас хотят познакомить. Женщин с мужчиной хотят познакомить, мужчин с женщиной. Но человечка вам, в принципе, выбрали неплохого, спокойного, симпатичного человека, который приятен в общении, приятен. Здесь показывают странную картинку, когда вы что-то делаете, а другой человек на этом зарабатывает, либо себе присваивает. Ну, допустим, если вы что-то производите, может, это что-то сделанное своими руками, да, человек может у вас брать, а потом под своим именем продавать. Ну, допустим, вы вяжете, да, человек покупает у вас, пусть будет там шапочка за, там, например, скромную сумму, и потом тут же перепродает под своим именем, от своего имени гораздо дороже. То же самое может быть и с выпечкой. Да? Вот что-то ваше на вас как будто бы наживается, как будто бы какой-то перекуп есть, да? Перекупщик, либо перекупщица. Вам бы проверить, поискать в интернете, и тогда вопрос возникает, почему вы, например, не завышаете цены, чтобы таким вот перекупщикам было невыгодно наживаться на вас, на вашей работе. Ведь вы и материалы вкладываете, покупаете, и свое время тратите, и прям душу, да, вкладываете в свое изделие. А кто-то просто на этом наживается. Причем наживается больше, чем в половину. А это прям совсем как-то неприятно, да, очень неприятно. Кто-то наживается на вас, на вашем изделии, на вашем творении. И если вы в интернете поищете, вы обязательно найдете. Надо как-то решать этот вопрос. А то как-то прям совсем некрасиво выглядит. Дальше маска. Здесь человека показывают в маске равнодушия, хотя человек абсолютно к вам не равнодушен. Как будто бы какая-то игра, что ли. Человек как будто бы с вами играет, прикидывается равнодушным, хотя на самом деле все не так. Все не так. Чего-то этот человек от вас хочет. Каких-то действий, поступков, шагов, доказательств, чего-то хочет. Человек прикидывается. Вас это беспокоит, вам это болит, но на самом деле человек не равнодушен. Он просто с вами играет в игру, он просто прикидывается равнодушным. Кстати, на самом деле в эту игру можно играть вдвоем, понимаете? Вы тоже можете вести себя абсолютно равнодушной. И посмотрим, кто выиграет, да, как говорится. Человек боится на самом деле вас потерять, либо человек не желает вас отпускать, но почему-то притворяется. Какой-то странный подход, я не могу объяснить, что-то не так с этим человеком. Но это игра. Мне идет, что это игра. Это притворство. Человек абсолютно неравнодушен. Еще показывают какие-то странные события, которые уже начались, уже происходят. И благодаря этим событиям под вашими ногами прям такой твердый грунт, вы крепко стоите на ногах, а те, кто окружает вас, они как будто бы подвисать начинают, как будто бы земля уходит из-под ног. Очень похоже на конкуренцию, либо конкурентную борьбу, например, за должности, либо бизнес. Те, кто вас окружают, они как будто бы в воздухе зависают, у них уходит земля из-под ног, они ничего не могут поделать. А у вас наоборот, почва под ногами становится все твердее и твердее, да, вы крепко стоите на ногах. И пока это не видно, но это уже происходит. Совсем скоро те, кто вас окружают, они просто упадут, да, потому что земля уйдет из-под ног и уже никогда не встанут. А вы, наоборот, очень сильно упрочите свою позицию. Возможно, кому надо, тот поймет, о чем речь идет. Но мне почему-то кажется, что это как-то связано с бизнесом, как-то связано с вашей работой, с коллегами, с конкуренцией на работе. Вы стоите крепко на ногах, да, и вы упрочняете свою позицию. А те, кто вас окружают, они уже зависли, уже почва практически ушла из-под их ног, и скоро они упадут. И уже никогда назад не вернутся. В ту исходную точку никогда назад не вернутся.
стать уже эти люди никогда не смогут. Вот так мне показали. Вот. А вы не переживайте по поводу конкуренции. Вообще не переживайте. Вам ли переживать? У вас уже он камень под ногами. Вы уже прочно стоите. Это ваши конкуренты должны переживать. Чувствовать, да, что земля ходуном ходит. Вам стоять, а им упасть. Ну, потому что вы свое место по праву заняли. Вы умнее, вы интеллектуальнее, вы талантливее, вы на большее способны. А те, кто вас окружал, это так, знаете, подделки. Подделки, которые будут отбракованы, назовем это так. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.